Еще 3 года назад на этом месте можно было буквально плавать. Вообразить, что здесь вода достигала аж 5, а то и 6 метров, достаточно трудно. Сейчас же самая большая глубина достигает 1,5 метра. А на этом месте вода успела высохнуть всего лишь за 15 дней. Местные рыбаки бьют тревогу. А стал высыхать пруд из-за отсутствия должной подпитки со стороны реки Сунжа. Но рыбаки терпеть такую ситуацию долго не собирались, поэтому создали объединение «Охотник и рыболов», в котором их уже насчитывается порядка 80 человек. И первым делом они решили привести в надлежащее состояние свой родной пруд. Начали с малого, уборки прилегающей территории, где, кстати, ребята обнаружили те самые нашумевшие в интернете гранаты времен Великой Отечественной войны, которые тут же подорвали прибывшие специалисты. Но одними субботниками ограничиваться не стали, ведь пруд на грани высыхания. А потерять полюбившееся всем место рыбаки не хотят. И мешкаясь, собрав со всех участников небольшую сумму денег, начали своими силами реконструировать 2 трудопровода, из-за которых вода и не поступала в пруд. Мост, труба, и труба где-то сантиметров 40, из-за этого в пруде. С пруда уже шалах палашады, богужлахтыше. Очкица духчарыбы. И мало кислорода, и он излебывается, же хичу резверtka. Делал их не цене. Хадз единственное, хадз пруд халбыш чаха, чагу клуж, вайн мягко, амана в любом случае вахча, высача, мы би из пруд, бог пруд быз, бог болит, ком будет нанялч. Первый толчок дан. Вода из реки Сунжа уже совсем скоро должна дойти до своего финиша. Но наполнит пруд она далеко не сразу. Для этого понадобится как минимум 3 месяца. И все из-за того, что вода должна будет впитаться во все эти щели бывшего ила, напоминающие Сахару. Однако это только временное решение проблемы. С реконструкцией подпорки нету там. В общем, 2002 года, как большая это была наводнение, унесли там подпорки. А некоторые стоят наискос. Смытин, лячуешь. На этих, знаешь, на нитках он стоит. Мы еле-еле ее сделали, он будет стоять еще 1–1,5 максимум. Потом провалится все это. Так, и опасно он стоит, опасность там, потому что летом очень много детей в речке, жара у нас. Пока с проблемой общественники пытаются справиться самостоятельно. Пруд действительно популярен как среди местных, так и приезжих рыболовов. Здесь водятся самые различные породы для снасти. Этому свидетельствуют и видеоролики, которыми периодически хвастаются рыбаки на весь мир. Карбулакский городской пруд. Показатель для всех, кто хочет научиться рыбалке и для поколений. Поймана щука на комбайн. Чисто случайно. Обычным зацепом. Бисмилля. Красавица. Здесь есть щука, есть окунь, есть сазан, есть карп, есть толстолобик, есть белый амур, есть голавчик, есть усач, есть мурзак, есть медвежий, как устрицы, раки здесь есть. Но чаром шорт был, шанелчи, цухалчыр, 5000 баж, 1000 баж, 2000 баж, 500 баж, чариш, охаш, халучиш. Чар халардатчи. Даже мидиш овче, мидиш фихо досагая, йодом богат, хамя примерно хайз. Диму хамет, ханхиз брос халара, изок йоканир, того что гасаешь, хетлер, ракушки. И ракушки это очень йодом богатый, полезный для человека, вообще миди хамир. Это лакомство для сазана и карпа особенно. Здесь не раз проводились республиканские соревнования по ловле рыбы. К примеру, 2 года назад тут проходил большой день рыбалки. На чемпионат по рыбной ловле тогда приехали рыболовы со всего Северного Кавказа. Сейчас же этот пруд составляет всего лишь 200 на 300 метров, учитывая былую площадь 600 на 400. Фактически, молодежи, закиш беды, качали лучше баханяш, баргмугой, кто что делает, все на виду мри узан. Дух молодежь уже рыбачить не был бомбеянцы. А эликили, наркомания, что скажи хотя бы заинтересовать, сачали, завтра интересно уже, щелять, вообще сбудется, и рыбалки, а лазер мухамдир это. Неизлечимый болезнь, рыбалки. Браконьеров здесь давно нет, и все благодаря контролю за порядком охотников и рыболовов. Возможно, через некоторое время пруд начнет приобретать свои прежние масштабы. Поэтому рыболовы надеются на поддержку со стороны местной власти. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.